В 2025 году Нерюнгринская городская библиотека отметила 15 лет своей деятельности. Это настоящий храм знаний, где каждый может найти вдохновение и ответы на все свои вопросы. За 15 лет своей плодотворной деятельности Нерюнгринская библиотека выиграла 5 всероссийских грантов, 8 республиканских, 6 международных конкурсов, 11 всероссийских, 19 республиканских. За этими цифрами статистики профессионалы своего дела, работники библиотечной системы. Настолько отдаются своему делу, библиотечному делу. И мне кажется, если бы не платили нам зарплату, они все равно бы к нам ходили. И если меня спросят, будет ли библиотеки существовать через 50 лет, я скажу, библиотека была, есть и будет. Сегодня библиотеки идут в ногу со временем и привлекают читателей разных возрастов. Речь не только о книгах для чтения, но и о проведении различных мероприятий, мастер-классов, поэтических вечеров, встреч. Не только дети, но и взрослые влюбляются в эту атмосферу и хотят возвращаться туда снова и снова. Я живу в городе Нерюнгри с рождения, поэтому библиотека мне это дорога сердцу. Действительно, библиотека менялась годами, и она была такая книжная история. Мы рефераты здесь писали, когда учился в школе. Сейчас это такая более медийная история, более медиа история. Библиотека стала центром притяжения молодежи, пенсионеров, не только читальный зал, но и кинозал, и мероприятия различных. Поэтому библиотека живет, будет жить, развивается. Библиотека – это то место, где люди встречаются, влюбляются, общаются. Пусть в ее такой маленький юбилей она продолжает расти. Библиотека уже давно не просто предоставляет книги своим читателям, но и проводит огромное количество мероприятий самой разной направленности и тематики. Несколько раз в год для школьников в стенах библиотеки проходят профориентационные мероприятия. Расширение знаний учащихся о способах выбора и помощь в выборе будущей профессии – одна из задач библиотек, работающих с юношеской аудиторией. Выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых в жизни, ведь каждый хочет, чтобы работа соответствовала его интересам, возможностям и приносила радость. Помогают определиться с выбором и рассказывают о нюансах своей работы сотрудники МЧС, ГИМС, ГИБДД, медицинского колледжа, СМИ и многие другие. Дети, что в том возрасте, что в другом, они сталкиваются с этим, путь выбирают в этом возрасте. И мы в основном ориентируемся на учреждения на образовательные, они нам дают согласие. В основном 11-классники, они в это время все заняты подготовками к ЕГЭ и так далее. И они говорят, давайте 9-классников. Я говорю, давайте. Школьники снова пополнили определенный багаж знаний. Кто-то уже определился с выбором, а кто-то еще размышляет по поводу определения своей будущей профессии. Первый раз уже в ЮИТК ходили. Очень нравится то, что узнаешь много интересного, да, еще и уроки пропустить можно, ну, вообще, идеально. Я собираюсь сейчас поступать на автомеханика, на автослесаря. Часто к нам приходят, мы сами ходим. Вот к нам недавно приходили, из МЧС рассказывали много интересного. Потом нас записали в профориентация Колмар, рассказывали про разные профессии. Определился уже относительно давно. Нейрохирургия или биоинженерия. Кроме того, сотрудники библиотеки привлекают школьников для участия в самых разных викторинах. Например, интеллектуально-творческая викторина по английскому языку Brain Waves. Она проходит для учащихся различных школ района. Свои знания здесь могут продемонстрировать учащиеся начальных, средних и старших классов. Мы сделали акцент о том, чтобы детей подготовить к экзамену. То есть задания в общей сложности это взяты из ОГЭ, 9 класс, ЕГЭ, это если мы говорим про старшие классы. Про начальную школу, вот у нас на прошлой неделе было в гимназии, во второй мы проводили мероприятие. ВПР, различные всероссийские контрольные какие-то работы, то есть формат вот такого типа. Блоки викторины охватывают лексику, грамматику, аудирование и чтение, письмо, что позволяет участникам проявить свои языковые способности в разных аспектах. Правильный, собственно, это я скрывать, соответственно, не буду. Да, это сложно, это очень интересно, самое главное, потому что тут ты проверяешь не только базовое знание английского, а еще какие-то исторические. А самое лучшее то, что
мы знаем ответ на большую часть вопросов, потому что учитель сам рассказал не только базовую программу, которую проходят все, а еще сказал какие-то исторические программы. Мне это очень нравится, это такой подход, такие викторины, это очень весело. Викторина по английскому языку вызывает большой интерес среди школьников. Участники с удовольствием выполняют задания, демонстрируют отличное знание языка и широкий кругозор. Кроме образовательных мероприятий, библиотека оказывает еще и правовую помощь. Центр правовой и деловой информации работает на базе городской библиотеки уже более 10 лет. Ежедневно к специалистам обращаются порядка 40 человек по миграционным вопросам. Здесь работает сектор электронных услуг. В последнее время участились обращения граждан, которые были подвержены атаке со стороны интернет-мошенников. Раз в месяц работает общественная приемная, где можно бесплатно получить консультацию юриста. Также проводится профилактическая работа. Для всех желающих предоставляются буклеты, памятки, организуются выставки правового характера. Центр оперативно обеспечивает граждан полной и достоверной информацией, используя все печатные электронные ресурсы библиотеки и интернета. Вся литература, которая представлена в нашем фонде, тем или иным способом касается именно нормативных документов. То есть это и консультации, и помощь в заполнении заявлений, и различные бланки. То есть любой человек, который попал в трудную жизненную ситуацию и не хочет обращаться по тем или иным причинам к юристу, может прийти к нам, соответственно, полистать литературу, посмотреть нормативные документы в справочно-поисковой системе «Консультант Плюс» и самостоятельно защитить свои права. Библиотека также делает большой акцент на патриотическом воспитании молодежи. В год защитника Отечества Нерюнгринская городская библиотека организовала исторические часы и тематические выставки, посвященные подвигам наших предков и героям современности. Проводятся мероприятия, в которых я участвую как волонтер. Очень много информации сейчас можно вычитать, которой я тоже очень интересуюсь. Мне очень интересна эта тема. Многие мои друзья тоже увлекаются историей России. От них я тоже получаю какую-то дополнительную информацию для себя и тем самым расширяю свои знания о этом трагическом событии. Поколение 21 века должно знать подвиги прадедов и уважать свою историю, помня о том, что человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. На историческом часе «Великий перелом» школьники и студенты узнали о Сталинградской битве, которая изменила историю и переломила ход Второй мировой войны. Мероприятие создано для того, чтобы детей привлекать к патриотизму, чтобы они знали историю своей Родины, и также защитников. Участники подобных мероприятий Нерюнгринской городской библиотеки погружаются в историю, где могут прочувствовать, как велик подвиг наших предков и героев современности. У нашей республики, так как мы суверенные, у нас есть свой логотип на этот год. Вот, пожалуйста, год защитника Отечества в республике Саха. Если вы увидите где-то вот именно такую звезду на белом фоне, знаете, что республика Саха где-то рядышком с вами. А по России, как вы уже убедились сами, вот замечательный логотип, вот. Но за основу российского логотипа, как вы уже поняли, наверное, взят памятник, который находится в Волгограде. Это знаменитый памятник «Родина-мать». Традиционно Нерюнгринская городская библиотека 12 июня в День России организует выставку из архивных фондов. Цель выставки – воспитание гражданско-патриотических чувств и чувство гордости за свою родину, повышение интереса к истории России. Для посетителей библиотеки на выставке подготовлены издания, раскрывающие многовековую историю российского государства. Хотела бы обратить внимание наших читателей на энциклопедии серии «100 великих». 100 великих полководцев России, 100 великих научных открытий России, 100 великих поэтов, 100 великих писателей. Очень интересная подборка на нашей выставке. Далее здесь освещены такие аспекты, как исторические. Исторические книги представлены прежде всего такими замечательными мэтрами истории, как Костомаров, Соловьев, Ключевский, но и современными историками тоже, такими как Сахаров и Александр Мясников. Выставка вызывает большой интерес не только у взрослых жителей Нерюнгри, но и у школьников, увлеченных историей. С большим интересом ребята знакомятся с представленными на выставке изданиями.
Как и любая другая, которая проводится в нашей библиотеке, проводится на довольно высоком уровне. Каждый раз преподносятся все новые и новые книги, новые произведения, справочники, которые вызывают дикий интерес. У меня, как человека, который в будущем все-таки хочет стать учителем истории, безумно интересующимся этим предметом. И вот эти книги, которые из года в год все новые и новые предоставляются библиотекой, они заставляют задумываться о многих вещах, которых вот в школах, может, даже не преподают. Именно такое вот внешкольное обучение. И поэтому вот такой постоянный интерес. Каждый год сюда прихожу и не перестаю удивляться. На каждый праздник сотрудники библиотеки проводят познавательные мероприятия для своих посетителей. Многие из них посвящены православной культуре. Так, в дни святок в библиотеке города Нерюнгри вспоминают традиции и обычаи. Нас в грехах ты не оставил, спасение нам принес. В программе «Викторина» выставки литературы и обсуждение традиций и обычаев православного праздника. Сегодняшнее мероприятие посвящено, конечно же, народному празднику святкам. Замечательное гадание, песни, колядки, встреча гостей – это все традиции, обряды и часть духовной культуры русского народа. Мероприятие носит не только развлекательный, но и познавательный характер. Многие факты уже забыты. Участники вспоминают историю и обмениваются своим опытом празднования святок. Очень интересная была информация о святках. Были такие моменты и информация, которую мы не знали. Интересная викторина, но я посмотрела, вот наши участники сегодняшней встречи владеют информацией. Много нового узнают и молодые участники. Например, сколько блюд должно быть на праздничном столе или какое главное блюдо Рождества. Узнали много новых традиций, которые были во время святок. Как каледовали, как наряжались, для чего наряжались, какие были гадания. Очень интересная информация, я о ней не знала. Также и пасхальный фестиваль уже не первый год объединяет людей разных возрастов. На базе городской библиотеки проходит конкурс чтецов духовной поэзии и выставка декоративно-прикладного творчества. Фестиваль вновь напоминает: праздновать Пасху значит делиться добром. 10 лет мы проводим этот фестиваль, и всегда очень много людей, потому что это свет, это добро, это открытые сердца, это замечательные впечатления, это доброта, которая царит в каждом сердце. Есть возможность открыть свое сердце другим людям на благие дела с помощью стихов, с помощью выставки, просто общения. В рамках фестиваля проходит конкурс чтецов духовной поэзии. В 2025 году заявки на участие подали 35 человек в возрасте от 4 до 18 лет. Всех конкурсантов оценивают члены жюри по 6 возрастным номинациям. Люди, братья, наступил день великий, день спасения, светлый праздник воскресенья, Бога правды, Бога сил. Прочь от нас вражда и злоба. Все забудем, все простим, примирением почтим. Нет восставшего из гроба, он не злобствовал, не мстил. Пасхальный фестиваль собирает семьи, друзей и всех желающих разделить радость праздника. Это событие стало не только социальным, но и культурным явлением, объединяющим людей разных возрастов и интересов. И устами маленьких детей через эти стихи духовные дается как раз это прославление Господа. Дай Бог, чтобы часто, постоянно дальше увеличивалось и участвовалось. Это мероприятие происходило. Выставка декоративно-прикладного творчества тоже ежегодная. Пасхальные работы выполнены в самых разнообразных техниках: лоскутное шитье, плетение, живопись, бисероплетение, текстиль и многое другое. Сегодня проводится уже 10-й раз пасхальный фестиваль. Тоже хотим принять участие, спеть песни хорошие русские и такую красоту посмотреть. Всем желаю здоровья, счастья, благополучия в семье и любви близких.
Праздник – это так хорошо. Пасхальный фестиваль в библиотеке – настоящий праздник весны и надежды, напоминающий всем о важности семейных и культурных традиций. В День семьи, любви и верности Нюрнбергская библиотека организовывает ряд мероприятий, чтобы подчеркнуть важность семьи и семейных ценностей. 8 июля 2025 года приглашенными гостями библиотеки стали дети из Нюрнбергского реабилитационного центра «Тускул». Они оказались в социально опасном положении или трудной ситуации и получают комплексную помощь с акцентом на создание благоприятной атмосферы и нормализацию отношений в семье. В уютном зале библиотеки ребята своими руками изготавливали белые ромашки, которые являются символом любви, семьи и верности. Семья – это наш любимый человек, он никогда не бросит. Семья – это там должна относиться к любви, не драться, не ссориться, любить, но надо иногда извиняться. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно, семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Также ребята посетили книжную выставку, где представлена литература о семье, любви, взаимоотношениях, узнали о жизни и подвигах святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В 1247 году в Муроме правил князь Петр и княгиня Феврония. И они вели очень благочестивый образ жизни. Они помогали страждущим, они построили много храмов, открыли много монастырей. И во время их правления не было ни одного военного конфликта. Они все разрешали мирным путем, были очень мудрыми, очень талантливыми правителями. И в супружестве они прожили очень долго и счастливо, друг друга уважали, любили, были примером для всех и умерли в один день. Кроме этого, на выставке представлены книги, рассказывающие о других великих парах и историях любви, а также книги в аспекте психологии, об отношениях и семье, и, конечно же, художественная литература. Приветствую этот праздник, он для семьи вообще, тем более сейчас в наше время семья же это вообще и ячейка общества, и вообще все. Такие добрые жесты и тематические мероприятия приобщают к традиционным ценностям, способствуют укреплению семейных уз и создают праздничное настроение. С праздником вам! Спасибо. Пусть в вашей семье всегда будет все здорово. Мир, порядок, здоровье, любви, радости вам, терпения. Спасибо вам, большое спасибо, очень благодарна. Узнать, как организована работа библиотеки, принять участие в творческих мероприятиях и мастер-классах и с пользой провести время. Такая возможность появилась у юных нюрнбергцев благодаря городской библиотеке. Здесь для учеников начальных классов были организованы ряд мероприятий, посвященных началу нового учебного года. Провели экскурсию, ребята познакомились с книжными ресурсами, с книжными выставками, с книжными новинками. Также в рамках мероприятия ребята узнали, как идут в школу другие школьники других стран и со скольки лет начинают обучение. Также прошло мероприятие «Загадки школьного портфеля». Ребята участвовали в викторинах, отгадывали загадки, участвовали в мастер-классе. Во время мероприятия ребята учились находить общий язык друг с другом и учителями, в игровой форме получили полезные знания, закрепили базовые основы поведения и развивали умение работать в команде. У них потом очень много впечатлений. Они приходят и рассказывают, да, что они видели, как нужно правильно ставить эту учебник на полке, когда они приходят в библиотеку. То есть вот эти маленькие нюансы, они их учат правильно обращаться с вещами, даже самыми маленькими. Ребята с большим удовольствием узнали много нового и интересного, активно принимали участие в конкурсах и выполняли различные задания. Очень-очень тут понравилось. Что понравилось больше всего? Мультик. И как собирали рюкзак, и мы как собирали чебурашку. Мне понравился кинозал, и библиотека сама понравилась очень сильно. Еще, то, что это чебурашку мы собирали, мне еще понравилось. Посещение библиотеки с такой насыщенной программой стало незабываемым и ярким событием для всех участников и дало положительный настрой на дальнейшую учебу.
Большой цикл мероприятий в библиотеке в 2025 году был приурочен к 50-летнему юбилею города Нерюнгри и Нерюнгринского района. Городская библиотека собирает нерюнгринцев всех возрастов, чтобы рассказать об истории родной республики и района. Школьники города Нерюнгри – частые гости библиотеки. Особенно популярны здесь групповые мероприятия. Сюда можно прийти целым классом, поговорить о родной республике, узнать историю своего района и города. Напомнили о том, что такое флаг, какие символы, что означают эти символы, где они, если это гимн, где поется, если это герб, то откуда взялся этот всадник, если это флаг, то что означают полоски и белый круг. Дети пополнили копилку знаний и теперь еще больше могут рассказать о своей малой родине. Якутия – это моя родина. Якутия – это вечная мир золотая. Я живу в Якутии, в Нерюнгри. Нерюнгри исполняется 50 лет. Но у него есть праздник День оленевода. И в нем очень холодно зимой, а летом очень жарко. У нас в Якутии каждый год проводится государственный праздник День Исаак, и в Якутии живет много национальностей. Теория очень полезна, а практика вдвойне интересна. Так детям было предложено поучаствовать в мастер-классе по изготовлению флага Якутии. А когда ты сделал сам, информация усваивается еще лучше. Сегодня делали флаг Якутии. Это круг обозначает белое солнце, а эти полоски означают время года. Белая полоска означает снег, а красная полоска – мужество. А зеленая полоска означает земля. Книга «Нерюнгри. История в лицах» стала настоящим подарком для всех нерюнгринцев, интересующихся историей родного города. От первых палаток в глухой тайге и до наших дней все события отражены на страницах подарочного издания. Это большое творение большой команды, редколлегии, авторов, фотографов. В этой книге запечатлена вся жизнь. 50 лет тех людей, которые строили, которые развивали, тех людей, которые развивают, продолжают здесь жить, любить этот город. Сегодня это не просто книга, это история. Это история, которая написана, увековечена. Сегодня мы ее красиво презентовали. Я надеюсь, что это будет такое достояние, визитная карточка нашего города. Работа над изданием длилась несколько месяцев. И этот кропотливый труд дал свои плоды. Все статьи читаются на одном дыхании. Но я хочу сказать, что я эту книгу писал не 2 года. Я ее писал 25 лет. Потому что, посмотрев план, я вдруг увидел, что очень многие темы я уже описывал. И мне пришлось просто взять свои старые статьи и подогнать их под формат книги. В книгу вошли лучшие работы известного нерюнгринского фотографа Юрия Коковина, которые очень детально передают веяние времени, красоту города и настроение людей. В ней задействовано более 700 графических элементов и чудесных фотоснимков, на которых жители нашего города увидят себя. Работать было безумно интересно над этой книгой в команде единомышленников и профессионалов. Мы любим наш город, мы гордимся им, мы рады, что нам выпала такая честь быть причастными к созданию этой чудесной книги. Также в книге читатели найдут статьи, воспоминания, фотодокументы с аннотациями ветеранов строительства Южно-Якутского территориально-производственного комплекса и города Нерюнгри. День рождения – прекрасный повод вспомнить о важнейших событиях в истории и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться нерюнгринцам, чтобы построить город в глухой якутской тайге. Строительство нового города на юге Якутии было сродни чуду. Краеведческие уроки в Нерюнгринской библиотеке стали хорошей традицией. Цель таких уроков заключается в том, чтобы ребята знали и помнили, в честь кого названа улица, на которой они живут, чье имя присвоено любимому парку, в котором они гуляют. Ведь за этими названиями кроются имена людей, которые внесли большой вклад в историю родного города. Я люблю город Нерюнгри за то, что тут красивые улицы, красивые дома и также красивая площадь, где есть очень много красивых статуэток. Я люблю Нерюнгри, что он такой большой, и он самый любимый город. В нем больше всего веселья, чем в других городах. Тут есть зона отдыха и много всего другого.
Вот, например, в технопарке можно там поиграть много всего. Это мой родной город, и тут все очень красиво. Я обожаю Неринга, потому что он самый красивый, самый лучший. К полувековому юбилею сотрудники библиотеки также подготовили книжные выставки и экспозиции, позволяющие каждому посетителю совершить путешествие во времени и стать свидетелем грандиозных свершений по освоению Южно-Якутской земли. А также функционирует фотовыставка «Наш город глазами ребенка». Участниками фотовыставки стали дети дошкольного, среднего и старшего школьного возраста из различных образовательных учреждений нашего города. На выставку представлено уже более 66 работ. Это различные фотографии детей, именно как они видят наш город своими глазами. Уроки, выставки, онлайн-викторины, презентации юбилейных книг. Такой цикл мероприятий библиотеки позволяет посетителям глубже понять истоки Нерюнгри, оценить масштаб свершений и по-новому взглянуть на знакомые места любимого города.